Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Прошу за вас каждый день Всевышнего, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Огромное вам спасибо, земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Это точно случится. Узнайте, что спешит в вашу жизнь, что обязательно произойдет. Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на ближайшие события, так и спросите, что точно случится со мной в моей жизни, что спешит, что произойдет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что спешит и что произойдет. Так, мои дорогие, начнем мы снизу. По традиции снизу вверх пойдем. Так, во-первых, я вижу у вас кораблик. К вам спешит какой-то человек на кораблике. Возможно, человек издалека. Возможно, человек, с которым вы давно очень не виделись, либо по которому очень сильно соскучились. Человек очень спешит. И, возможно, даже это будет для вас сюрпризом. Вот прям чуть ли не со дня на день объявится этот человек. Может физически приехать и сделать вам сюрприз, а может найтись, начать звонить, писать, проявляться в вашу сторону. Человек, который вас очень сильно заинтересован. Человек, который что-то осознал, что-то понял для себя, очень важное, нужное, какой-то урок извлек из прошлой ситуации, поэтому стремится и торопится теперь к вам. Дальше. Здесь у вас башмак вышел. Башмак, который выбирает, в каком направлении ему идти, куда двинуться. Два направления. Одно, значит, куда-то поближе. И такое, знаете, так себе, ни рыба, ни мясо, то есть что-то половинка на серединку. А второе событие очень весомое, огромное, но требует какого-то прям усилия, решения и смелости. Вот знаете, как сердце будет проситься туда, где далеко, туда, где хорошо, туда, где нужно рвать какие-то связи, рвать какие-то обязательства. Но сердце не одобрит. Я вижу, что вы очень долго будете думать, куда бы вам пойти, и вы поступите так, как посоветует вам очень близкий человек. Близкий человек даст вам хороший совет, по крайней мере, это для вас на сегодняшний день очень оптимально. А вот эта дальняя дорога останется для вас, скорее всего, какой-то мечтой, которую вы обязательно осуществите, но не в ближайшее время, а попозже. Плюс, скорее всего, вы найдете единомышленника, либо единомышленницу, с кем-то вместе вы будете идти в тот дальний путь. Но он обязательно в вашей жизни случится. Вы не расстраивайтесь. Знаете, что может быть, сейчас вы будете ходить какими-то ближними дорогами, мелкими дорогами, но то, о чем мечтаете, то, чего хотите, и то, за что радует ваша судьба, вы обязательно получите, но немножечко попозже. Так, в вашей жизни девушка. Девушка интересная. Если вы мужчина, то девушка будет за вами ухаживать, так тоже бывает. Если вы женщина, то девушка попытается, возможно, с вами подружиться. Возможно, у нее есть корыстный интерес к вам. То есть она видит, что вы, например, человек ресурсный, что вы, например, либо умная, либо красавица, и все скажем так, мужчинки возле вас крутятся, то есть, будучи некрасивой подружкой, она тоже может себе кого-нибудь подцепить. Вот она, знаете, как думает? Она думает, может, я не красавица, зато у меня, голова на месте, то есть, такая хитренькая девушка, будьте аккуратны. Ну, а парни то же самое, понимаете, вот такие девушки, они, как правило, соблазняют парней, а потом говорят, все, я беременна, давай, женись, делай что-нибудь, будь мужчиной, и в том же духе. Так что будьте аккуратны. Он очень хитрый человек. У нее, кстати, на одной руке
крыса сидит, а на другой руке у нее такая, знаете, вот противная собака, да, вот похожая на гиену, такая вот шавка. Поэтому будьте аккуратны. Девушка много говорит, не по делу говорит, но она очень такая хитрая, проворная и... Но она сама о себе на уме, сама за себя. То есть сказать, что хороший друг надежный, нет, я не могу. Такое знакомство будет либо начало общения. Дальше. У вас идет ситуация, зубы, острые зубы вышли. В прямом смысле слова могут быть проблемы, не дай бог, с зубами придется обращаться. То есть, знаете, как... потребуется, да, какое-то вот лечение, может быть, даже потребуется. И, кстати, человек зубастый может стать на вашем пути. Либо даже вот в прямом смысле может отыграться, как, не дай бог, какой-нибудь укус даже, да, вот животного. Будьте аккуратны. Вам прям на ближайшие 4 дня, 4-5 дней лучше себя поберечь. И, ну вот, не знаю, не грызите какие-нибудь твердые предметы, да. Ну, так часто бывает, что вроде с зубами все в порядке, там какой-нибудь... непобедимый грильяж, да, попался вам, вроде вкусненький, но, блин, опасненький, чтобы вы, ну, ничего себе дурного не сделали. Там, знаю, люди любят там косточки погрызть. Будьте аккуратны. И животные тоже, вот, да, чтобы вас случайно никто не укусил. По поводу зубастых людей, ну, что тут сказать? Не старайтесь кому-то вот дорогу переходить, да, либо с кем-то на конфликт выходить, потому что там человек будет бороться за себя, за свое, понимаете, и человек, ну, крайне какой-то, вот, знаете, неадекватный, да, вот есть люди адекватные, нормально понимающие ситуацию, но готовы там, например, пойти на примирение, там, остыть, как говорится, а вот этого человека нету, прям такой, знаете, вот кипучая энергия у этого человека, и он, ну, так прям может пободаться, поругаться. Прям, знаете, вот, как говорится, не рад будешь, да, что он тронул, как говорят, не трогая коричневую массу, да, то запах будет. Вот про это показывает песок. Будьте аккуратны. Так, еще здесь ситуация того, что на работе, может быть, вы как-то усиленно начнете работать, либо активно как-то начнете себя вести. То есть я вижу, что вы... одной рукой воду льете, другой рукой солнце держите, да. То есть картина достаточно говорящая. То есть придется очень много вам работать, но с другой стороны вы работаете для того, чтобы вот это солнце над вами светило. То есть деньги шли, и чтобы стать, ну, популярным человеком, что тут скрывать, да, чтобы вас заметили, чтобы на вас обратили внимание, чтобы вас там продвинули. Но будете стараться. Я вижу, что вы стараетесь. Особенно это касается вот женщин. Женщины будут доказывать, что, ну, не пальцем деланные, да, и что вы можете... в принципе, любую работу, да, с любой работой совладать и сделать ее на ура, на круглую пятерочку. Так, единственное, вот женщины, да, берегитесь, потому что, видите, вот такой вот с острой головой человек пытается на вас шапку одеть. Кстати, человека могут звать на букву А, либо фамилия на букву А, либо имя, может быть, кличка на букву А, либо должность, кстати, тоже может быть на букву А. А этот человек пытается, видите, на вас шапку одеть, а вы, видите, голову уклоняете, а вот он, так, видите, наготове накинуть на вас шапку. То есть человек может что-то ваше присвоить себе, либо воспользоваться тем, что вы, ну, в таком уязвимом положении, да, когда вы вынуждены, ну, ни с кем не конфликтовать и при этом больше всех работать, человек может вам накидывать работу, то есть как под колпак вас взять, да, в прямом смысле слова. Будьте поаккуратнее. И еще такой момент: не доверяйте, если человек начинает говорить: вот если ты сделаешь это, если ты сделаешь то, я за тебя там замолвлю словечко, я там тебе повышу, я там тебе то. Не доверяйте, пусть человек по факту делает. То есть выписывают премию, либо вас рекомендуют, чтобы вы это понимали, чтобы это не было впустую. Потому что попасть под этот колпак, значит, вы будете как будто бы в рабстве на кого-то, не дай бог, работать. Будьте в этом плане аккуратнее. А у вас может быть, кстати, положение такое, что у вас долги, либо у вас проблемы, вы вынуждены, да, работать и вынуждены зарабатывать. Мои дорогие, время, оно, конечно, интересное, но может быть и немножечко опасное в плане того, что хитрые люди могут пользоваться. Дальше. Для тех, кто в семье, в паре, в браке, в отношениях. Здесь, во-первых, у нас картина того, что два человека поссорились, спина спиной повернулись, и каждый сидит и думает о своем. Вы, скорее всего, думаете о том, что, ну как тогда,
столько лет, и вот такой вот результат. А мужчина думает, что как мне пробиться к ней, да, вот у него, видите, в голове маленький человек, который, ну, как говорится, бьется в закрытую дверь, в стенку бьется. Вы по-разному воспринимаете то, что между вами произошло. Вы знаете, у вас может быть конфликт с любимым человеком из-за недопонимания, не из-за того, что вы странные, чужие и друг к другу равнодушны, из-за того, что вы какую-то вещь неправильно воспринимаете. То есть вы воспринимаете по-своему, обижать, человек воспринимает совершенно по-другому. Прежде чем конфликтовать, прежде чем что-то выяснять, постарайтесь поговорить и понять, а правильно ли вас ваш партнер понимает. Вы знаете, я вам такую вещь расскажу. Вот так часто случается, вроде люди на одном языке говорят, но по-разному воспринимают вещи и ситуации. То есть вроде язык один, да, а каждый по-своему видит тему разговора, да, тело разговора, вот у каждого другое. Поэтому, мои дорогие, прежде чем с кем-то вот сцепиться, поругаться, повыяснять, лучше определитесь, а правильно ли ваш человек понимает, что вы от него хотите или что хотите донести. Может быть, вы с пустотой ругаетесь на самом деле, да, потому что я вижу, что каждый может остаться при своем мнении. И вместо того, чтобы любиться, целоваться, жить в свое удовольствие, вы какую-то часть своего времени, да, несколько дней потратите на то, чтобы на друг друга обижаться. Примирение будет, все равно примирение будет. Но вот что мне не нравится, что вы как-то... Смотрите, вот у вас в семье, либо в отношениях, либо с родственником, да, например, у вас одно сердце, да, одно сердце на двоих, то есть сердце вашей семьи. Но у одного человека это в голове, а у другого, извините меня, в животе, да, то есть как бы вот разница есть, и разное восприятие, и разные отношения. И у вас как бы из-за этого, может быть, вы по-разному видите одну и ту же проблему, либо вы относитесь как будто бы это проблема и катастрофа, а человек думает, что фигня это все, да, пройдет. То есть, вы понимаете, вам нужно... чтобы ваши проблемы закончились, чтобы у вас не было никаких вот прям выяснений, проблем в себе, договориться и все прям, сесть, я не знаю, прописать, да, вплоть до того, что действительно прописать. Вот такая вещь, как ты к этому относишься, что ты об этом думаешь, что считаешь. Только так вы сможете понять, в чем проблема, потому что ваша проблема, она какая-то, вот из-за недопонимания, либо из-за того, что вы по-разному относитесь к одной и той же проблеме, либо одной и той же вещи. Смотрите, на самом деле я вижу перед собой союз двух людей, которые друг друга любят. Мало того, тут люди еще что-то хотят создать общее. То есть у вас может быть даже общая мечта, общая цель. Но опять же таки, да, разница в том, что у вас по-другому голову работает, да, по-другому вы думаете. Здесь только разговоры. Разговоры достаточно долгие, такие, знаете, тактичные, с выдержкой, с терпением и с тактом, потому что по-другому не получится. Так, для тех, кто на расстоянии общается в интернете, либо кто вынужден сейчас быть на расстоянии с любимым человеком, у вас здесь тоже вот момент какой-то недопонимания идет. Причем, опять же таки, да, одна тема, но разный взгляд. Кстати, будьте готовы, мужчины, что женщина начнет вас ревновать к вашему прошлому. Если у вас есть дети от других женщин, да, от брака прошлого, то будут очень сильно ревновать. А женщины, я вам так скажу, что да, так бывает, что мужчины до вас кого-то любили, и что там могут быть дети, и что мужчина может не любить свою бывшую, но при этом быть очень сильно привязан к ребенку. И дети это тоже разные бывают. Есть дети, которые открытые, есть дети, которые напуганные, есть дети, которые агрессивные. То есть понятно, что всех под одну гребенку грести не будешь, но тем не менее... Проявите терпение, вот просто проявите терпение. Терпение, такт, будьте приветливым человеком. Все, от вас больше ничего не требуется. Если ребенок будет вести себя немножечко как, поросенок, да, не ребенок, а поросенок, что, потерпите, да. Дети ведь они незрелые, они еще с таким маленьким мозгом, да, который должен расти. Отнеситесь с пониманием. Да, бывают ситуации разные. Я тоже на себе, например, да, я понимаю, о чем я говорю, я просто испытала на себе такую ситуацию, похожую ситуацию. И да, взрослому человеку трудно бывает понять, но с другой стороны, это ребенок, да, это ребенок, и это всегда будет частичка вашего любимого человека. Поэтому
мои дорогие, терпение вам. Вот еще раз терпение, не поругайтесь, не рассорьтесь. Потому что вот почему-то у меня идет такая информация, что вы из-за какой-то ерунды можете вот прям тратить свое время на споры, ссоры и охлаждаться друг к другу, вместо того, чтобы любить друг друга и наслаждаться друг другом и жизнью друг другом. Да, может быть какие-то барьеры, могут быть и люди, могут быть и обстоятельства, но тем не менее вас объединяют чувства. Вот если вы одинокий человек, и даже если вы уже возрастной человек, который уже, ну, я просто вот по комментариям вашим так замечаю, что многие девушки зрелые, назовем так, опытные, да, а после неопределенного возраста уже на себя просто ставят крест и говорят, ну все, типа, все предсказания для молодых. Слушайте, но пока мы живем, мы все молодые, потому что мы живем, мы растем, мы развиваемся. Мои милые, возраст не помеха. Помеха — это то, что у вас в голове, то, как вы к себе относитесь. И я вам такую вещь скажу. Не зря придумали эти слова, что возраст любви не помеха. Вот помните об этом, понимаете, что вас это тоже касается. Здесь я вижу приятное знакомство. Вот здесь оно вверху, видите, приятное знакомство между двумя абсолютно разными людьми, с разными подходами к жизни, с разным восприятием. Может быть, даже они разных национальностей, может быть, даже разных вероисповеданий, либо живут по разные стороны, я не знаю, там, мира. Но здесь идет очень приятное знакомство, завязка этого знакомства, дружба. Знаете, вот глазки будут гореть, вот прям от общения, либо от чувства, либо от эмоций. То есть я вижу, что вам будет очень приятно, и тому человеку тоже будет очень приятно. Поэтому, мои дорогие, песок, конечно, раскрыл ту проблему, что вы спорите, ругаетесь на ровном месте из-за мелочей, неправильного восприятия. Но с другой стороны, я вижу, что у вас на будущее идет знакомство с очень приятным человеком, с кем вы можете либо любиться, либо дружиться, а можете делать и то, и другое. Так что, мои дорогие, вот человек вам откроет мир, новый мир, да, либо с другой стороны, и вам какие-то истины раскроет, и вам будет проще воспринимать себя и воспринимать себя в разрезе этого мира. Понимаете, вот какой-то вот прям философ вам попадется. Так что дружитесь, любитесь, наслаждайтесь жизнью и не тратьте ни свою, ни чужую жизнь на всякие мелочи и выяснения. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.